В эфире вечерние новости. Здравствуйте. И коротко о главном к этому часу. Во вторник с Алдана снимут карантин. Айсан Николаев выступил с обращением к якутянам. Суточный рост заболеваемости в России достиг показателя в 11 тысяч человек. Якутия пополнила статистику 33 новыми случаями. 9 домов в 2 населенных пунктах Якутии подтопило в ходе половодья. Актуальная сводка через пару минут. 11 тысяч человек за минувшие сутки заразились коронавирусом в России. Рост заболеваемости составил 5,5%. Теперь в стране с начала пандемии у более чем 209,5 тысяч человек обнаружена инфекция. Из них выздоровело 34 300 пациентов, почти 2000 скончались. Айсан Николаев обратился к якутянам с посланием о дальнейших послаблениях ограничительных мер. Так, с 12 мая снимаются все ограничения в арктических и труднодоступных районах, кроме запрета на массовые мероприятия с количеством более 50 человек. Далее в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тиксе, Нерюнгри, Мирном, Ленске и Покровске режим самоизоляции продлен до 31 мая. С 12 мая разрешена работа химчисткам, ателье, ремонту обуви, то есть тем бытовым услугам, где нет прямого контакта с клиентами. Кроме того, разрешены занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социального дистанцирования. С 12 мая снимается карантин в Алдане, однако режим самоизоляции продолжится. В сельских муниципальных образованиях откроются все предприятия торговли и парикмахерские. Однако глава подчеркнул, что на территории всей республики, кроме труднодоступных районов, строго обязательно ношение масок и перчаток для персонала, проведение дезинфекции и социальное дистанцирование. Айсан Николаев подчеркнул, что дальше все будет зависеть от эпидситуации. При ухудшении эпидобстановки ограничения могут вновь усилиться. Также глава сказал, что учебный год для детей завершится не позднее 30 мая. На сегодня эпидситуация в регионе следующая. За сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 32 из них выявлены в Якутске и 1 случай в Ленском районе. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 510 случаев коронавируса. 81 человек полностью выздоровел, летальных исходов 4. Активная фаза ледохода на Лени проходит на территории Хангаласского и Алекминского районов. Нижняя кромка находится у населенного пункта Синск Хангаласского района. Уровень воды почти в 5 раз ниже критического, ледоход густой. Верхняя кромка у населенного пункта Саныяхтах Алекминского района. Уровень воды на 3 метра ниже критической отметки. Ниже по течению до города Покровска отмечаются подвижки льда и разводья. Тем временем 2 дома в селе Кытыл-Дюра в Хангаласском районе Якутии подтопило из-за высокого уровня воды на реке Лене. За 4 часа уровень вырос на 30 сантиметров и достиг отметки в 15 метров 27 сантиметров. До критического показателя остается 1 метр. Подтопило 2 жилых дома по уровню пола. Всего в селе Кытыл-Дюра в зоне возможного подтопления находится 19 домов. В них проживает 57 человек, из них 8 детей, 17 пожилых и 2 инвалида. Их также эвакуировали по родственникам и в пункт временного размещения. Пункт временного размещения находится в здании Центра культуры Сайды. Вместимость ПВРТ 47 человек. Обеспечены все необходимые условия. Это продукты питания, питьевая, техническая вода, медикаменты. И согласно требованиям Роспотребнадзора, здание 3 раза дезинфицируется в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В городе Нюрбе из-за затора льда на реке Вилюй резко поднялся уровень воды на речке Нюрбинка. Подтоплено 7 4-квартирных домов. Большая вода начала прибывать в пятницу, 8 мая. Тогда руководством мэрии города было принято решение об эвакуации жителей улицы Речников. Отселено 5 семей, 14 человек, 7 из которых дети. На сегодняшний день лед на реке Вилюй стоит, вода не отступает. Сейчас на месте подтопленных домов организовано круглосуточное дежурство патрульно-постовой службы и работников мэрии города. Все, которые семьи не нуждались в пункте временного размещения, тут всего 7 домов, 16 квартир, из которых 3 квартиры муниципальные и 13 собственные. Сейчас создана межведомственная комиссия по оценке ущерба жилых домов, подтопленных жилых домов. На сегодняшний день лед все-таки стоит.
Есть затор 24 километров вниз, и затор стоит САТА. Телеканал «Якутия-24» запустил специальный сайт alarmyak24.ru, на котором можно наблюдать за гидрологической ситуацией на реках республики. Портал позволяет своевременно отслеживать сроки и этапы прохождения ледохода на реках региона. Также на нем можно узнать о населенных пунктах, которые попадают в зону возможного подтопления. Кроме того, на сайте имеется информация о том, как подготовиться к половодью и о способах получения возмещения ущерба в случае ЧС. 1 мая служба интернет-вещания запустила проект alarmyak24.ru, посвященный весеннему половодью и лесным пожарам. В настоящее время на сайте размещена информация о гидрологической ситуации на реках Якутии. Помимо оперативной информации можно узнать, как подготовиться к паводку и на какую помощь может рассчитывать население. Также по карте можно отслеживать движение ледохода и текущую ситуацию на больших реках республики. Фотография с воином-якутянином времен Великой Отечественной войны стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк». Снимок появился на официальном сайте движения и украсил собой статью, призывающую принять участие в онлайн-шествии. Моей коллеге Виолетте Засимовой удалось узнать, что на фото запечатлен Илья Соколов, уроженец села Иланка. В 1941 году Великая Отечественная война постучалась в каждый дом маленького села Иланка Орджоникидзевского района. В первый год на фронт ушли 50 человек. В 1942 призвали сразу 5 братьев Соколовых – Илью, Николая, Дмитрия, Егора и Ивана. Мой дед Соколов Илья Гаврилович вместе со своими братьями в июле 1942 года был призван из Иланки на фронт. После учебки они попали в один артиллерийский расчет. Дед прошел войну наводчиком, у него было феноменальное зрение. В том же составе, пройдя с боями всю Европу и освободив ее от фашистов, дед вернулся в родную Иланку в 1946 году. После войны работал в совхозе, вырастил 4 сыновей и 2 дочерей. Дед ушел из жизни в 1989 году. Вячеслав, внук Ильи Соколова, полковник в отставке, родился и вырос в Покровске, сейчас живет в городе Краснодар. Его жена Светлана – фотограф-любитель. В 2017 году она принимала участие в фотоконкурсе ко Дню Победы на одном популярном сайте. Тогда фоторабота, на которой она запечатлела ордена и снимок родного деда мужа, не заняла призового места. Но через 3 года фотография неожиданно появилась на сайте движения «Бессмертный полк», а затем в эфире Первого канала. О том, что фотография моего деда, вернее, композиция с этой фотографией, стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк», я узнал случайно. Из выпуска новостей 27 апреля этого года в сюжете о проводимой в канун Дня Победы акции. Что я испытал? В первую очередь гордость за то, что фотография деда, уроженца небольшой деревни Иланка из далекой Якутии, стала символом движения об увековечении памяти героев. Гордость за то, что работа моей супруги, в которую она вложила душу, удостоилась чести представлять движение «Бессмертный полк». А значит, и нашей семье удалось внести небольшой вклад в, безусловно, важное и нужное дело. День Победы потомки воина-якутянина Ильи Соколова встретят, как и все, дома. Посмотрят праздничные передачи, исторические фильмы по телевизору, а вечером обязательно почтят минутой молчания память деда и всех павших в боях, не доживших до 75-й годовщины Великой Победы. Иногда, не только в канун Дня Победы, я достаю хранящиеся у меня боевые награды деда, его фронтовые фотографии, рассматриваю их и пытаюсь понять, как смогли эти 20-30-летние простые деревенские парни пережить эту войну. И не только пережить, но и выйти из нее победителями. Ведь только благодаря им мы сейчас живем и можем говорить на родном языке. Я задаю себе вопрос, а смог бы я, будучи на их месте? Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Краснодарский край.
Тысячи творческих людей со всей России приняли участие в онлайн-конкурсе «Спасибо за победу». Среди них жительница Якутска Алла Закирова, основатель и бессменный руководитель фольклорного ансамбля «Сардана». С ней пообщался и наш корреспондент Александр Хавренко. Алла Тимофеевна Закирова – создатель и руководитель ансамбля «Сардана». В 1980 году на базе кружка хомусистов во Дворце пионеров она создала коллектив, который распространил звучание хомуса по всему Советскому Союзу и за его пределами. Ансамбль у меня был большой, конечно. Мы, во-первых, изучали Агокай, Чаваргах, Туюк. И с нами встречались ветераны. Очень с интересом вообще следили за нашей работой. Женщин ездили в Москву. По словам самой Аллы Тимофеевны, после выхода на пенсию ее жизнь заиграла новыми красками. Сидеть дома и смотреть телевизор – это не про нее. И даже в эти праздничные дни Алла Закирова решила принять участие в творческом онлайн-конкурсе «Спасибо за победу», где исполнила песню «Когда я уходил в поход». Я, пользуясь случаем, хотела бы всех поздравить с Днем Победы. Это такой праздник, по-моему, праздник из праздников, где чувства просто не выразить без слез. Конечно, пусть я не займу первого места, да, но мне очень радостно, что, оказывается, нас увидит вся Россия. Когда я уходил в поход, далекие края, платком взмахнула у ворот моя любимая. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.